Армысың қазақ. Мына видеороликте көріп отырғандарыңыздай, Қазақстан территориясында ұлты орыс, алайда Ресейдің пропагандалық идеологиясын қолдайтын осындай орыс шовинистері Қазақстанда жүріп, Қазақстанды құрту керек, Қазақстанды жою керек, Қазақстанда ұлтшылдық көбейіп кетті. Не болмаса, Қазақстанның кейбір қалалары, Алматы, Верный деген сияқты Петропавлдар бәрі қайтадан Ресейдің қарамағына қосылу керек деген өздерінің үндеуін жасауда. Бұл жерде мен айтайын дегенім, негізінде Украина елінің тактикасын қолданған дұрыс па деп ойлаймын. Себебі мұндай провокаторларды украиндықтар құқық қорғау органдарына шақырып алып, сол құқық қорғау органдарының көзінше протокол акті толтырып, олардың қылмыстық істерін көзінше дәлелдеу арқылы, мойындату арқылы қылмыстық іс қозғап, соттатып, әрі Украина елінен депорт жасап жатқандарын көреміз. Сол секілді біздің Қазақстанда да осындай провокатор орыстарды, осындай Ресей идеологиясын қолдайтын орыс провокаторларын дәлелмен қоса, осыны тауып алып, жеке видеоға түсірмей, барған бетте осындай дәлелмен Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына хабарласып, құқық органдарының қызметкерлерін шақырып, солардың көзінше протокол толтырып, акт толтырып, өмір бойы не болмаса 10 жылға соттатып, тіпті болмаса жер аударып, Ресейдің өз елдеріне жібергеніміз дұрыс болады. Әйтпесе бұндай ұлты орыс азаматтар осындай пропагандалық, ресейлік пропагандалық әрекеттерді қолдайтын орыстар күннен күнге қазақтың басына мініп, ойларына келгендерін істеп, кейін құр жай кешірім сұрап құтып кетуде. Казахстан, тоже Казахстан, тоже там, ребят, тоже там хуёво. Ой, ничего. Там тоже. Ничего, справляемся, нормально. Нормально? Нормально. Смотри, здесь мне попадает из Казахстана сидят. Ты попробуй. Бля, каждый второй здесь кричит «Слава Украине». Пиздец. А я им, знаешь, что покажу? Дебилы. Да пиздец, вообще конченно. Смотри, я этого покажу, у них начинает бомбить, понимаешь? Знаешь, что они мне говорят здесь? Попробуйте лезть в Казахстан. Я говорю, блядь, 10 января за 2 часа наши войска приземлятся у вас. Я говорю, казахи, вы смотрите, в селе Украине вы пойдете, мы за русских своих не бросаем, понимаешь? Мы за 2 часа 10 января приехали и еще приедем и делаем все, что надо, чтобы защитить наших ребят, наших русских, понимаешь? Братан, я не знаю, как вы там держитесь? Дай бог, честно, вот не дай бог, если здесь что-то возникнет, у меня дочка здесь, сыночек здесь, я буду рвать здесь, нахуй. Зубами рвать буду, блядь, блядь, режете. Автоматы есть, купите автомат дома, понимаешь? Я продам. Мы привезем, не переживай, брат. За ночь, я тебе обещаю, за ночь насыпем, сколько вооружения нужно. За ночь, сука, в этом самолетом бросим вооружение и все. Мочите. А ты сам из какой город? Как Шатало. Бля, я не знаю, братан. Это где, север, юга или где? Север. Здесь потише немножко. Так это русские земли, ёбаный. Это русские земли. Да, это бывшая, это знаете, где нахожусь? Акмолинская область, это бывшая Омская губерния, получается. А все, братан, поднимайте российский флаг там, скажите все, референдум и все, это наша территория. Поднимайте, что сидите? Вот видели, да? Видели наши ЧВК Вагнера, да? Как квалдом ебали одного зеку, да? Видели? Весь Смотрел. мир, сука, трясет. 2-3 казахами так будет и сделают, и все будет нормально. Они вас будут бояться. Или они уже вас так боятся, да? У вас, да, вообще там красавчики. Нас там много. А смотри, а язык как-то, ты там казахский знаешь или нахуй она нужна, вообще-то, по идее? Вообще не учил. Она что? Я родился и вырос в Казахстане. Она нужна тебе? Родился и вырос в Казахстане.
Нет, он нахуй не нужен. Но, а смотри, Все по-русски говорят. на что похож? На китайский похож или на какой язык похож у них? Да хер его знает, не знаю, не учил никогда. Красавчик, Валерий. Ля-ля, пускай они учат русский, да, скажи. Я говорю, учите русский постоянно. Русский пригодится больше, чем Заставляйте. А казахский. что не заставляете их? Заставляйте их, что они русский учили, братан. Да вот знаешь, не попадался мне этот... ты говоришь про то, что ходит этот человек и заставляет на казахском говорить. Мне он не попадался. Вот мне бы он попался, я бы с ним поговорил бы. Ты сразу по еблу дал, да? Нет, нафига. Просто я бы с ним пообщался бы. Ну, да, по-русски общался. А потом пойдем. А потом поеблу. По еблу, нет, на колени надо поставлять, на колени надо поставлять, и все, пускай, блядь. Крест ты себе вот это, блядь, покажет и скажет, да. Не, ну понятно, там пиздец нахуй. Что там происходит, я даже не знаю. Подожди, а Юго Казахстан, если взять тоже, она-то, чья-то губерния, российские губернии были тоже, южные тоже. Не только север. Нет, смотри, там получается, смотри, юг идет и север. Север Казахстана всегда принадлежал России. На русском весь север практически разговаривает. Они говорят на казахском при нас, допустим, может быть на своем, при себе, может, разговаривают, а при нас нет. Послушай меня, пожалуйста. У меня один стратовик, он Вторую мировую, нахуй, блядь, перешел всю, блядь, перекусал, нахуй, блядь. И если вдруг на меня кто-то загрится здесь, из здесь сидящих, нахуй, блядь, казахстанцев, если я их не устраиваю, нахуй, блядь. Поверь мне, им мало не покажется, блядь. Так они завтра к тебе пойдет и Я с тобой... ему устрою, блядь, нахуй. Я ему устрою Вьетнам здесь, нахуй. Так если он придет завтра, тебе вот завтра придет и на казахский будет разговаривать, тебе там шептит, хуй его знает, что будет на своем языке сказать. Да, А да, если ему не Я ответишь, честно он скажу, сразу... они заебутся мне говорить, чтобы я на казахском с ними разговаривал. Ты уже наговорился, пидор. Вот, ребят, Иван. Как фамилия? Здравствуйте, Иван Никольский. Ага. Извиняюсь перед казахстанцами за свои выходки пьяные. Раскаиваюсь и признаю свою вину. Так не считаю. Это было все в пьяном бреде. Очень сильно извиняюсь. Ребята, братья, казахстанцы, простите, пожалуйста. Сколько считал? Как считал? Сколько считал? Вот Иван. Ну, он лишнего наговорил и говорит, на провокацию, типа, спровоцировали. Ну, спровоцировал. Ну, это правильно, спровоцировал, но он твою идею, в общем, вытащил с Ну, головы. не то, что моя идея. Ну, да, извиняюсь. Ага. Был неправ. Ну, человек раскаивается, самое главное, человек раскаивается, и в этом вот мы сейчас сами убеждаемся. Джигитер, короче, все Ладно, там, ребята, этот, ну, успокойтесь, успокойтесь. все этот, в У группе него тоже тишина, семья, дети. жена, Да, дети. тут мы как бы не этот, не будем кровожадничать, ничего делать, мы просто человек попросили, чтобы он осознал, и он это действительно осознал. Домой нас себе запустил, другой бы человек такого не сделал. Все, Джигитер, забудьте эту тему. Прошу Вот прощения, человек, еще искренне еще раз прошу просит прощения. прощения. Ага. Все, ладно, понятно.